Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу и коротко о главных темах выпуска. Власти Якутии предложили включить поддержку кочевого образования в целевой национальный проект. Ледоход на реке Лени активно продвигается по территории Иркутской области. За сутки он приблизился к нашему региону более чем на 50 километров. Юные якутяне стали одними из самых активных участников всероссийского конкурса «Поэзия Победы». Владимир Путин утвердил поручение по реализации своего послания Федеральному собранию. В частности, министрам необходимо разработать подходы для формирования в стране целостной системы мер поддержки семей с детьми. Далее, в августе, правительству поручено выплатить семьям с детьми от 6 до 18 лет единовременно по 10 тысяч рублей. С 1 июля этого года доплаты начнут предоставлять неполным семьям. Как говорится в поручении, речь идет о ежемесячной выплате детям в возрасте от 8 до 17 лет, которые проживают в семьях с единственным родителем или семьях, имеющих в соответствии с судебным решением право на получение алиментов и не получающих их. Власти Якутии предложили включить поддержку кочевого обучения в нацпроект образования. Кроме того, организацию образования детей, которые вместе с родителями ведут кочевой и полукочевой образ жизни. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития, Минпросвещения, Минтруду и Минфину России до конца мая проработать вопрос об источниках финансирования программы «Дети Арктики» и о возможности ее включения в государственную программу социально-экономического развития арктической зоны Российской Федерации. К другим новостям. Электронные паспорта в российских регионах начнут выдавать не позднее 1 июля 2023 года. Об этом сообщили в МВД. Выдача новых пластиковых удостоверений личности жителям России, достигшим 14-летнего возраста, будет осуществляться на добровольной основе. В МВД добавили, что на первоначальном этапе предполагается выдать не менее 100 тысяч паспортов электронного типа. Помимо этого, по желанию владельца, документ может содержать электронную подпись. Акцию «Георгиевская ленточка» запустили в Якутии в преддверии 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи региона. Волонтеры Победы передали ленточки торговым центрам, крупным магазинам и АЗС, и каждый посетитель сможет ее получить там бесплатно. Раздача проходит с соблюдением норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Акция продлится с 4 по 9 мая. Юные якутяне стали одними из самых активных участников всероссийского конкурса «Поэзия Победы». Творческое состязание, которое проводит Музей Победы, в этом году посвятили 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Организаторы предложили молодым поэтам перенестись в 22 июня 1941 года, в день начала самой кровопролитной войны в истории нашей страны. В своих стихотворениях авторы попытались передать горечь разлуки, боль утрат, надежду на возвращение родных. Основой многих произведений стали семейные истории. Всего же для участия в творческом состязании поступило более 500 стихотворений от жителей 73 регионов России, а также из Белоруссии и Латвии. Каждый может внести свой вклад в празднование Дня Победы. Ежегодная акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в 15 часов по местному времени. Для этого вам до 7 мая необходимо подать заявку на сайте проекта 2021.polkrf.ru, а также через социальные сети ВКонтакте, Одноклассники или на сайте Банк памяти. Фотографии ваших ветеранов будут включены в трансляцию, и они примут участие в виртуальном шествии Бессмертного полка. Вы будете заранее оповещены о времени прохождения вашего героя в строю. Еще раз напомним, что подать заявку можно до 7 мая. Трансляция пройдет 9 числа в День Победы в 15 часов по местному времени. Теперь о текущей эпидобстановке. За минувшие сутки в Якутии выявили 85 новых случаев коронавирусной инфекции. Якутск – 50, Мегино-Кангаласский район – 24 заболевших. Амгинский район – 4 случая, Нерюнгринский – 3, Вилюйский – 2. Единичные случаи в Верхоянском и Намском районах. За сутки региональные лаборатории провели свыше 1200 исследований на ковид. Теперь о темпах вакцинации. По состоянию на сегодня в Якутию поступило 132 тысячи доз препарата для профилактики коронавируса. Первый компонент ввели 107 тысячам, второй – 71,5 тысячи человек. Тем самым реализовано почти 82% от поступившей в регион вакцины. В Роспотребнадзоре назвали условия для победы над COVID-19. Нулевые показатели заболеваемости возможны только в случае, когда у 60-70% россиян будет сформирован иммунитет. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
С начала пандемии в России заболело более 4 миллионов 800 тысяч россиян. В рамках прививочной кампании введено немногим менее 20 миллионов доз. Для формирования надежного иммунитета человеку необходимо получить 2 компонента вакцины. Паводковая обстановка на территориях Иркутской области, расположенных вдоль реки Лены, на сегодня стабильная. Уровни воды на реках ниже критических отметок. Вода наблюдается чистая, остаточные забереги, местами ледоход, ледостав с закраинами от 30 до 80%, говорится в сообщении. Хвост ледохода на реке Лени находится в 98 километрах выше населенного пункта Усть-Кут. Другой край в 55 километрах ниже населенного пункта Подымахино Усть-Кутского района. Динамика за сутки 55 километров. Весь запланированный груз полностью доставлен в отдаленные северные районы. План выполнен в том числе благодаря предприятию «Дороги Арктики». Они обслуживают дороги в 11 районах с протяженностью 6500 километров. Из них 500 километров открыты круглогодично. Также в ведении предприятия находится около 50 мостов. В связи с потеплением дорожникам приходится нелегко. Это сокращение периода ледостава, выход наледи. Например, этой весной на реке Индигирка глубина наледи составляла 1,5 метра. Также в этом году обильный снег затруднил работу, но дорожники выполнили задачу, поставленную на зимний период. В скором времени начнется ремонт полотна и мостов. Ежегодно мы выполняем ремонтные работы на круглогодичных дорогах. Это как в Верхнеколымском районе на автодороге Зырянка-Угольная, в Ущанском районе Усть-Кугай-Депутатский. И ремонт мостовых переходов тоже вот в Ущанском районе. Ежегодно по 2-3 мостовых перехода мы ремонтируем. В 2020 году в селе Сасыр Момского района построили производственную базу. В данный момент строится производственная база в городе Среднеколымске и в селе Сасыр Верхоянского района. Госавтоинспекция в майские праздники перешла на усиленный режим работы. Число нарядов ДПС на дорогах Якутии до 10 мая включительно будет увеличено. Они организуют контроль на выездах и въездах в населенные пункты. Пройдут и массовые проверки водителей. В первую очередь будут пресекать выезды на встречную полосу, а также нарушения правил перевозки пассажиров и выявлять пьяных за рулем. Только за эти выходные дни с сотрудниками госавтоинспекции города Якутска на территории города Якутска и в пригородах было задержано и отстранено от права управления транспортным средством 27 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения. Таким образом, у нас по статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях было задержано 18 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за что им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, либо лишение права управлять транспортным средством от 1,5 до 2 лет. Также за отказ от прохождения медосвидетельствования было задержано 5 водителей, которые, опять же, управляли транспортным средством с признаками, и уже, опять же, 5 водителей были задержаны повторно за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались. Теперь о спорте или даже о творчестве. Серебро и 2 бронзовые медали завоевали спортсмены из танцевального коллектива «Надежда» города Нерюнгри на российских соревнованиях, которые прошли в Иркутске. Турнир собрал 163 танцевальных дуэта, которые выступали в разных возрастных категориях. От танцевального спортивного клуба «Надежда» города Нерюнгри приняли участие 2 пары и 3 сольных исполнителя. По итогам соревнований 1 пара завоевала серебряную медаль и 2 спортсменки категории соло выиграли бронзу. А студия танцев из Алдана завоевала бронзу на конкурсе в Хабаровске «Skills and Drills» – танцевальный фестиваль, который собирает огромное количество участников из Дальнего Востока и других регионов страны. В этом году он прошел уже в 5-й по счету раз. Танцевальный коллектив «Зебро» выступил в категории «Стрит Junior» и занял 3-е место. Свои плоды в развитии предпринимательства дает открытый Валекминский бизнес-инкубатор. Вот и героиня нашего следующего сюжета, недавно начав свое дело, отметила поддержку на старте. С ней пообщалась наш корреспондент Елена Фаст. Анна Романовна в здании бизнес-инкубатора работает не так давно, но уже успела оценить плюсы места. Конечно, очень даже помогает. Я же хотела еще осенью, помещение арендовать, но получалось у меня там дорого.
Не то, что тут. Действительно, разница в цене за квадрат ощутима. Это и помогает начинающему предпринимателю встать на ноги. Анна уверена, ее пока небольшой бизнес перспективен. Пока есть необходимость в одежде, работа будет. Я, например, я бы не жаловалась. Мне всегда она помогала. Вот. Я бы не сказала, что я без копейки, без хлеба никогда не сидела. Потому что если человеку надо, любое, хоть что-то. Если человек не умеет, обращайтесь, я быстренько. На сегодня в бизнес-инкубаторе заняты почти все места. В центре оказывается консультационная поддержка. Она необходима, особенно на первых порах. В бизнес-инкубаторе находится 11 резидентов. У нас еще, конечно, одно есть свободное место. Мы обязательно разыграем этот лот. Поддержка заключается в том, что мы предоставляем площади со скидкой. То есть предприниматель оплачивает 20% первый год, второй год 30% и третий год 40% от рыночной стоимости. Те же, кто уже имеет значительный опыт в бизнесе, сегодня говорят о проблемах и задачах бизнеса другого уровня. На расширенном координационном совете по предпринимательству говорили о многих задачах. Участвующие удаленно Ирина Котенко и Альбина Кычкина подчеркнули, такие встречи позволяют ближе узнать положение дел на местах, особенно учитывая минувший сложный год. Какие у нас задачи? Это, естественно, инициирование проведения и личное участие в ваших координационных советах, чтобы поближе узнать, какие у вас проблемы, какие вопросы. И очень хотелось бы узнать о ваших локальных проблемах. И это делается с целью донести до председателя координационного совета главы нашей республики. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Фестиваль водных фонариков прошел в Юсуповском саду Санкт-Петербурга. Участники запускали на воду светящиеся бумажные фонари в форме кубов и лотосов. Главная идея – это всей семьей, всем вместе загадать желание, запустить фонарик, и оно обязательно сбудется, рассказала организатор мероприятия Анна Гудазова. По ее словам, каждый посетитель при приобретении билета получает 2 фонарика. И так как на фестиваль приходят сотни людей, к полуночи водоем в саду полностью заполнен плавающими светлячками. Организаторы выступают за экологичность проекта и по окончании пруд очищают от бумажных фонарей. Мы беспокоимся об экологии, поэтому как только все гости у нас уйдут, когда фонарики уже уплывут, они погаснут, это значит, что желания в космос уже ушли. Мы обязательно это все вылавливаем на лодках, сеточками, то есть утром все наши жители города уже не увидят этих фонариков, все будет идеально чисто. К этой минуте все. До встречи в эфире.